Но давайте с самого начала примем, что мы сегодня живем в капиталистической системе ценностей, и за основу у нас взята конкуренция политических элит. Объединить всех со всеми, вот как некоторым кажется, потому что мы особое социальное небольшое общество, но эта утопия не получится, потому что мы на выходе получим авторитарный режим с гораздо большими издержками. Все, что нам надо, это правильные механизмы, и под правильными механизмами я подразумеваю механизмы сдерживания. А то, что они у нас заявлены, это не значит, что они у нас являются рабочими. Касательно самих проведения реформ, мы не должны уходить в крайности в теории моделирования. Если мы не соответствуем по многим объективным факторам тому номиналу, который мы заявляем. Часто в разговоре упоминается парламентская республика. Я вам скажу, что это высокая политическая культура основного общества как социума. Это, возможно, внешних и внутренних угроз, это мощная экономика, сильная социальная сфера, это устойчивость средних класс и многое другое. В нашем случае мы получим неспособную модель коллективизации с отсутствием, с размытой ответственностью. И когда мы боимся условий воздействия на нас внешних факторов, то в первую очередь только президент, сильный президент, оставаясь гарантом Конституции, способен этому противостоять, потому что в размытой ответственности, с кого спрашивать, вы не найдете. Но что не работает в нашем случае, вот отвечая на ваш вопрос, мы подспудно, когда говорим о реформах, мы хотим защититься от президента в его иррациональных действиях, и это не раз проводило блэкаут. Мы, как население, вправе об этом говорить и думать. Но у нас не стоит задача обеспечить президента, либо его подавить. Потому что если придет президент, который будет не для себя, а для народа, у него должна быть возможность движения и развития страны, сама возможность. В парламентской республике даже теоретически такой возможности у нас не будет. Все, что нам нужно, это правильный механизм баланса. То есть президент должен быть сильным, если он работает во благо народа, и он должен быть одновременно слабым, если он выходит за рамки должностных полномочий, и даже не рамки должностных полномочий, а действий, которые иррациональные действия, факторы, которые общество не принимает. То есть, другими словами, гарант Конституции, но с перераспределением полномочий в пользу законодательной власти над исполнительной. И в этом является ключевая суть. Когда говорят о том, что партии должны сами по себе сформироваться для того, чтобы вот Дауд Хутаба сказал о том, что в отношении представителей депутатов от политических партий были некие преференции. И эти преференции ни к чему не привели. Но все правильно, только вопрос задан, на мой взгляд, зеркально. Это не говорит о том, что партии слабые, это и так очевидно. Это говорит о том, что сами механизмы, которые вы добавили, они являются нерабочими. Почему? Вот у нас сегодня порядка, там сколько, 13-14 политических партий. И все они желают ближе к выборам парламентским в основном. Почему? Потому что по-другому нет потребности в их деятельности. Если мы проходим из мажоритарной системы смешанную, что мы получаем на выходе? Для того, чтобы партии смогли пройти в парламент, им необходимо будет пройти условный ценз, барьер 5-7%. Для этого они должны будут объединяться, близкие по духу, по политической мотивации партии. И фактически мы хоть и говорим о 14 партиях, но по существу это две силы.
которые нужно оформить в две крупные партии, которые будут конкурировать, проводить своих депутатов, когда каждый день в парламент заносят важные законы и решения, а у депутата даже с 7 пядей во лбу не будет возможности вникнуть в каждую проблему. Вот именно партия своими юристами, своими экономистами, вообще все своей мощью будет вести своих депутатов. И в то же время мы оставляем возможность для мажоритария. Вот не каждая реформа, я вам скажу, является успешной. Вот возьмем наших побратимов с Южной Осетии. У них была полностью пропорциональная система партийная. То есть не пропорциональная, а полностью партийная система. И они пошли на реформу. Они ее перевели обратно в другую крайность, в полную мажоритарию. Я вам скажу, что там произошла беда. Исходя из того, что этот социум еще более зажат, чем наши краски, там в лучшем случае там, порядка 40-45 тысяч населения, там все со всеми переругались, перешли на личное. Потому что вот в этом как раз малых социумах это имеет значение при отсутствии политической культуры. Это тоже определяется и обуславливается большим ходом событий. Когда сейчас, перейдя к вопросам и ответам, Вячеслав Чириков сказал о том, что было бы правильным, если бы проигравшая сторона тоже участвовала в сфере строительства государства в качестве примера. Сама мысль абсолютно правильная. И это все мы понимаем. Даже вот текущие выборы у нас прошли, по меньшей мере 46% населения никак и нигде не представлены. Вот насколько будут представлены в общественном собрании факультативном, который не несет на себе никакой эмпирической нагрузки, тоже будет интересно. То есть никак не представлено правильно нет. И остается только возможность выхода на площади демократии, потому что других механизмов взаимодействия с властью не оставляем. Но какие должности, на мой взгляд, являются правильными в случае такого механизма? Вот исходя из опыта своего администрирования, я вам скажу, что президент, вице-президент, глава администрации, премьер-министр – это первая четверка команды президента. Вот любой президент, который приходит, он должен прийти со своей командой, с единомышленниками, способным и выстраивать новую модель развития и правильно себя за эту ответственность. Теперь следующая тройка по важности – это министр МВД, это председатель СГБ, это министр финансов. Вот 4 плюс 3, 7 человек. Потом третья группа людей – это 7 глав администрации, там, где реальная власть на местах, где исполняются поручения президента, там, где окружные комиссии, там, где вот школы, детские сады, вообще весь механизм государственной власти. И потом только мы переходим на условные 7 министерских портфелей, такие как экономика, здравоохранение, социальная сфера, то есть все Минюста, все рабочие специализации, в которых нет как таковой власти в понимании объема, но в то же время это люди, представленные во власть, работают, и такая конкуренция она должна пойти нам на пользу, потому что вот как-то мне задали вопрос, который поставил меня, друзья, в тупик. Мне сказали, возьми, вот, видали бумагу А4 и напиши имена и фамилии 20-25 человек, на твой взгляд, которые в Абхазии, которыми Абхазия обладает. То есть вот, просто обладает без политического контекста, с учетом диаспоры, людей деполитизированных, но при необходимых качествах патриотизма, профессионализма, способностей, практического опыта и все остальное. Я вам скажу, зная всех, как во власти, так и в оппозиции, где мы уже менялись местами, я не набрал 24 человека, остановился на 15. И еще, и это без рупов, без мувов, где только один, где прямая власть, это 24-25 человек. То есть у нас реально нехватка кадров. Это объективно. Мы даже
не способны принять специалистов извне. Вот вы же понимаете, что премьер-министра пригласить с России, там, я не знаю, с Турции, с Германии, никто наш социум понимать и представлять вот, во всех наших сложных хитросплетениях не сможет. То есть мы, в принципе, мы в руководителях первого эшелона мы можем рассчитывать на себя. И в этом контексте я выхожу на второй вопрос, где развитие и нужность абхазского языка – это аксиома, это необходимость, иначе мы потеряем вообще саму стержневую суть нашего народа. Если брать условно мое поколение, которое формировалось при Советском Союзе, это был таким национальным фактором плавления национальности, что ли, да. Плюс еще определенная политика грузинской ССР, там, где всего там, по одной школе было регион, то мое поколение во многом не знает абхазский язык. Во многом. Если мы отказываемся, и в основном это городское население. Если мы при отсутствии наших кадров и ресурсов отказываемся от этой части, решили ли мы саму проблему изучения языка? Нет. Потеряли его много? Да, потеряли. Почему? Потому что я отец троих детей школьного порядка. Я вам скажу, что начиная с детских садов мы боремся за знание абхазского языка, и это очень и очень тяжело. В детском садике воспитательница в абхазском говорила с детьми на русском языке, потому что из 43 детишек только трое говорили на абхазском. И она говорит, что я не могу с ними сладить, если они не будут понимать, о чем я говорю. Практически такая же история и в классах в школе, в абхазской школе. Сама методология у нас неправильная, где мы изучаем не разговорную речь, а мы изучаем грамматику. Вот то, что в свое время было навязано нам грузинская ССР практически. Мы по той же методологии. Если ты не знаешь языка, какую грамматику ты изучаешь, вызубривая правила, вызубривая стихи какие-то, это ничего нам не дает. И на вопрос учителям, почему мы эту методологию не меняем, я не получаю достойного ответа. Вот это та проблема, которая требует профессиональности, грамотности, рационального подхода, а не в том, чтобы там выбивать остатки там, условных специалистов, которых у нас и так немного. Вот во всем нужен разумный, рациональный подход. И потом, вот в качестве реплики, вот что отличает нацию от народа? Вот у нации коллективный разум. И только нации способны строить успешные государства. Народы, где в отдельности могут быть немало умных и образованных людей, но где каждый за себя, мы ни к чему не придем. И, к сожалению, вот мне задал Томас Кецба Иванович вопрос, вот как провести те реформы, которые нужны обществу, народу, но не принимаются государственной властью, ее представителями. Вот как нам это сделать? Возможно, через референдум, где, мне кажется, этот механизм неправильный. Почему? Потому что люди должны понимать, о чем речь идет. Испугать человека на его страх, для этого нужно 5-6 минут. Для того, чтобы объяснить концептуальную модель, которую он еще должен понять, на это нужно затратить от 2 часов энергии, и не факт, что на выходе что-то получит. На мой взгляд, а я об этом много думаю, на мой взгляд, это только воля и решение самого президента. И больше никак мы не сможем продвинуть. Мы даже предлагали модель, где действующие депутаты, чтобы не видели в этом себе угрозы, чтобы они это приняли, закон с отсрочкой, который вступит уже на следующие выборы, а не на текущие. Да, мы не знали, что мы теряем еще 5 лет, но хотя бы точно знали, что к этому придем. Это главный вопрос, потому что я уже, наверное, сотый или тысячный раз я присутствую на разного рода собраниях, комиссиях. И очень, я вам скажу, друзья, зли, когда пройден большой путь, сложный большой путь, и мы выходим на очередные собрания, в которых представлены люди со своей новой концепцией, которую вот он вчера перед
перед выступлением решил, как он это видит, и выносит. Но мы никогда ни к чему таким образом не придем, от слова совсем. Если у нас была создана государственная комиссия по конституционной реформе, в том и заключается коллективный разум. Мы не можем быть каждый за себя и каждый продвигать свое видение. Должно быть доверие к институтам власти. Спасибо.